Варшава готовится к эвакуации. Шольц ссорится с Маском, а Польша окончательно рвет с Виктором Орбаном. Обо всем этом скажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Откровение Госдепа. Кто спас мир от катастрофы? Оккупация Словакии. Когда она началась и когда закончится? ФСБ задерживает подростков, выдавая их за опасных преступников. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Грузия депортирует 20 человек за участие в протестах. МВД страны заявило, что эти люди были привлечены к административной ответственности за нарушения во время акций за европейское будущее. Всего с ноября по декабрь 2024 из страны был изгнан 91 иностранный гражданин. Четверть из них участвовала в протестах. Гражданство депортируемых не раскрывается, но СМИ утверждают, что большинство из них россияне. Напомним, что на Новый год десятки тысяч человек вышли на протесты перед парламентом в Тбилиси. Европейские дипломаты осудили действия грузинской власти и призвали к диалогу, но обстановка остается напряженной. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия серьезно рассматривала возможность применения ядерного оружия в Украине, но Китай отговорил ее от этого шага. Даже если вероятность выросла с 5 до 15%, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего более серьезного. У нас есть основания полагать, что Китай связался с Россией и сказал «не делай этого». Госсекретарь подчеркнул, что у США есть основания полагать, что Китай сыграл ключевую роль, убедив Москву не переходить к такому сценарию. По словам Блинкена, Китай мог решиться на диалог с Россией из-за сообщений о возможных планах Путина использовать ядерное оружие или вывести его в космос. Блинкену, во-первых, уже терять нечего. Во-вторых, он понимает, что осталось 2 недели, и он перестанет быть госсекретарем. В тот период, в конце лета как раз, события совпадают, да, чуть-чуть замедлилась помощь, которая предоставлялась Украине со стороны США. Где-то в последующем, через несколько месяцев, появилась статья Залужного, в которой он писал о количестве танков, бронетехники, которые необходимы для победы в войне. И, как мы помним, эта техника или те требования, которые он написал, они прибыли в Украину спустя без малого 7-8 месяцев и стали возможными к использованию. Тем самым российская сторона получила время для того, чтобы окопаться и фактически закрепиться на позициях. Это все могут быть совпадения, но об этом Блинкен не скажет, а может быть закономерность, которая вызвана как раз волнениями в Белом доме о возможности применения ядерного оружия и, соответственно, необходимости реакции с их стороны. Они не столько были обеспокоены безопасностью украинских граждан, сколько тем, что на применение ядерного оружия необходимо ответить. Ответ в свое время обещали конвенциональным вооружением по местам сосредоточения личного состава вооруженных сил Российской Федерации, либо по портовой критической инфраструктуре. Блинкен также заявляет, что Путин потерпел стратегическое поражение, а НАТО, напротив, укрепилось и стало более ресурсообеспеченным. Он опроверг обвинения в том, что США медлили с поставками вооружения Украине и отметил, что любые решения сопровождались анализом способности Украины эффективно использовать и обслуживать поставляемые системы. К тому же с легкой руки заявил, что еще до вторжения США старались укрепить украинскую оборону. Олаф Шольц явно не в восторге от того, что Илон Маск решил поддерживать ультраправую партию «Альтернатива для Германии», которая агитирует якобы за сближение с РФ за несколько недель до выборов. Шольц заявил изданию «Стерн», что личные нападки Маска его не волнуют, но вот агитация за АДГ вызывает серьезные опасения. Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия является сильной и стабильной демократией. В Германии важна воля граждан, а не нестабильные заявления миллиардера из США. Я не думаю о том, чтобы завоевать расположение господина Маска. Я с радостью оставлю это другим. В социальных сетях есть много людей, которые хотят привлечь внимание кричащими лозунгами. Правило такое: не корми тролля. Напомним, Маск уже успел назвать Шольца дураком, а президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера недемократическим тираном. Тем временем кандидат от АДГ Алиса Вайдель готовится провести онлайн-разговор с Маском в его соцсети X, бывший Twitter. Похоже, Маск нашел себе новую площадку для обсуждения немецкой политики, и, судя по всему, это только начало.
Словакия, берегись, оккупация началась. С такими лозунгами накануне Словакии выходили на улицы Братиславы. На морозе собралось несколько тысяч человек, чтобы выразить протест против пророссийского курса действующего премьер-министра. Лозунги звучали жестко: «Фице, езжай в Москву» и «Мы Европа». Люди размахивали флагами ЕС и Словакии, а гимн Евросоюза звучал как символ сопротивления. Особое внимание привлекли плакаты художника Рудольфа Сикоры, на которых было написано «Измена» и «Мы Европа». Сикора призвал объединить усилия оппозиции и общества, чтобы противостоять, как он выразился, злу. Коалиция, куда входят 3 партии. Партия Фицо с МРСД, партия Хлас, это партия президента Пеллегрини, и Словацкая национальная партия, она в состоянии кризиса. Поэтому под угрозой распада и досрочных выборов. И для Фицо, в принципе, единственный ключевой инструмент политического выживания – это действовать на упреждение. Протестующие обвиняют Фицо в попытке сблизить страну с Россией. Цитирую: «Мы не российская тряпка», заявляли с трибуны. На этом фоне особенно возмутило граждан то, что после визита в Москву 22 декабря премьер исчез на 2 недели, а в итоге выяснилось, что он находился в роскошном отеле во Вьетнаме, где и записывал видео с критикой президента Украины. Любая оппозиция, она бы не была бы оппозицией, если бы не пользовалась уязвимым или слабым местом в политике действующего премьера. Ну и понятное дело, что после усилий Фицо, связанных с визитами в Москву, встречи с Путиным, согласие на присутствие 9 мая на Красной площади, скажем, в символический и значимый день, от которого Россия отстраивает свою идеологию великого государства, да, это 80-я, по-моему, да, 80-я годовщина окончания Второй мировой войны. Его оппоненты подхватывают тренд, который касается того, что подобные действия носят антиевропейский, антиценностный характер, и, соответственно, пытаются свой электорат каким-то образом саккумулировать, возбудить вокруг себя. Но он весьма крепко держится на своей должности. Вопрос с выборами не стоит, транзит прекращен. Проблемы, которые будут в экономике, он будет обосновывать, если они будут, он будет обосновывать тем, что, видите, Украина поступила неправильно и не учла наши интересы. Его политические оппоненты будут называть его неправильным хозяйственником. Ну и, грубо говоря, будет обычный нормальный политический процесс. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Екатеринбурге ФСБ задержала 4 подростков 15-16 лет, обвинив их в подготовке теракта. По версии ведомства, они не только разделяли опасные идеи, но и даже успели собрать самодельную бомбу. Один из них, как утверждается, даже поджег полицейскую машину. На камеру подросток рассказал, что летом подписался на плохие каналы в Телеграм, и там его якобы научили, как жить правильно, сжигать машины и строить бомбы. В августе прошлого года стал приверженцем правых взглядов, подписался в Телеграме на неонацистские каналы. После чего прочитал в этих же каналах, что нужно совершать действия против полиции. Работая курьером, заметил в одном из районов города полицейскую машину, припаркованную у автосервиса, и появился умысел ее поджечь. Кажется, очередное громкое дело ФСБ, где несовершеннолетние выступают как удобные мишени. Получается, в 15 лет у детей теперь есть не только гаджеты, но и террористические навыки. Польша демонстративно оставила Венгрию за бортом инаугурации в честь начала своего председательства в ЕС. Венгерского посла в Варшаве Иштвана Идярта не пригласили, а заместитель польского министра иностранных дел Анджей Шейна прямо назвал его нежелательной персоной. Не пригласили премьер-министра Виктора Орбана. Все это ответ на предоставление Венгрии убежища Мартину Романовскому, обвиненному в коррупции экс-замминистра юстиции Польши, которого Будапешт отказался выдавать, несмотря на ордер Евросоюза. Министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто не остался в стороне и резко отреагировал. Его слова публикует спикер венгерского МИДа. Жалкое и детское. Вот единственные слова, которыми я могу описать это решение.
Польша, сменившая Венгрию на посту председателя Евросовета, демонстрирует, насколько разошлись их позиции. Еще недавно союзники, а теперь страны очень редко находят общий язык. Ключевая причина – война в Украине. Варшава поддерживает Киев оружием и требует усиления санкций против России. Ну а Будапешт, напротив, выступает за переговоры с Москвой и против жесткого санкционного давления. Не разделяются европейские ценности и ценности демократии, потому что проблемы с Европейским Союзом у Виктора Орбана начались уже во время его второго премьерства, 2010 года, и все это время он, кстати, по сути, все время правит. Это тоже, кстати, такой достаточно показательный момент и сигнал. Можно говорить о том, что якобы это доверие, но с другой стороны, весь этот период к Венгрии есть претензии у Европейского Союза относительно свободы слова, относительно судебной системы. Еще одна важная новость про Польшу. Варшава активно готовится к возможным катастрофам, от стихийных бедствий до военных угроз. Министерство внутренних дел работает над планом эвакуации гражданского населения и сохранения национальных культурных ценностей. Все это на фоне наводнений на юге страны и войны в Украине. Проект документа должен быть готов за 3 месяца, его реализация потребует не менее 0,3% от ВВП. Власти планируют четко определить, кто и как будет заниматься перемещением людей в безопасные зоны, а также как защитить произведения искусства. Законопроект еще ждет одобрения Кабмина Дональда Туска, но в текущих условиях такие меры выглядят как вполне разумный шаг вперед. Главная задача белорусской экономики, кроме выжить, отрегулировать цены, чтобы опять-таки выжить. Но сделать все правильно и быстро точно не получится. И знаете из-за кого? Все, что вы заработали, все повышение зарплат на протяжении прошлого года, которое вы наблюдали, сейчас съестся инфляцией просто в момент, когда отключат это регулирование цен. Позволить себе такое они перед выборами не могут. После выборов, в ближайшее время, условно в течение месяца-двух после выборов, тоже будет опасно в связи с тем, что получится, что его выбрали, а по факту жизнь стала намного хуже, чем была условно месяц назад еще. И это может спровоцировать очень сильно социальную напряженность, вплоть до каких-то протестов внутри страны. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.